Кыргызстан на протяжении многих десятилетий является домом для представителей более 80 национальностей. В 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого века народы, пережившие боль сталинских репрессий, всегда выражали долг благодарности Кыргызстану и кыргызскому народу. Даже сейчас нынешнее поколение, которое является преемником, выполняет свой долг перед Кыргызстаном. Народы, сосланные из Северного Кавказского региона тогдашнего СССР в Казахстан, в Среднюю Азию в 1943-1944 годах, подвергались лишениям и притеснениям. Одним из таких народов были карачаевцы. 79 лет назад насильственно депортировали карачаевский народ. Почти 70 тысяч человек погрузили в 34 эшелона и перевезли на территорию Казахстана и Киргизии. В сегодняшней программе мы поговорим с Борисом Кубаевым, известным кыргызским ученым, доктором, профессором, академиком ряда зарубежных учебных заведений, ректором ИСИТО, удостоенным высоких наград, орденов и медалей. И постараемся более глубже осветить некоторые моменты, связанные с историей народов, проживающих в Кыргызстане, в частности, карачаевцев. Борис Коментьевич, скажите, пожалуйста, как вы оказались в Кыргызстане? Откровенно сказать, ваш вопрос самый тяжелый из моей длинной биографии. Ну, вообще-то, ничего нового я не могу сказать. Я оказался, как и весь народ, как кусочек этого народа, я оказался насильственно. Это в результате насильственного переселения отдельных народов Северного Кавказа в 1943-1944 году. Мы вначале попали в Казахстан, но поскольку там мы были совсем одиноки, мать у меня нашла по каким-то каналам, скорее всего, кто-то приехал и так далее, и рассказал, что есть такое место, называется Киргизия, и есть такой город Фрунзе, и вот там такие-то, такие-то из нашего села, из нашего горного аула. И вот она, как рассказывала мне потом, не могла после этого спать и стала искать, как туда попасть. И благодаря одной русской женщине, проводнице поезда, а поезд как раз останавливался недалеко от того места, где нас высадили, она сумела договориться нас довести до места, которое называется Фрунзе. А это еще русская женщина поправила. Не Фрунзе, а Пишпек. Раньше называлась. Да, но она первое название, а матери сказали другое. Короче говоря, через несколько дней, я не знаю сколько, мы оказались в Пишпеке. Пишпеке. Ну и оттуда пришлось, с ее слов, очень долго добираться до Кагановичского района. Ныне он называется Сокулукский. Это где-то 50 километров пешком, с ребенком. Но вещей особых не было, потому что когда депортация началась, когда стали выселять, нам времени давали на сборы. 10-15 минут. Иногда бывали офицеры, которые в отдельные семьи заходили, наоборот говорили, не торопитесь, собирайтесь. А у нас попался офицер тоже примерно такой, поэтому собрали кое-какие вещи, но все равно за 15-10 минут что. Иными словами, мы скоро оказались в этом Пишпеке, а потом оказались вот в этом районе, но он и сейчас существует, этот населенный пункт. Совхоз назывался он тогда, совхоз Нижнечуйский. Вот я там, так сказать, стартовал свою жизнь. Скажите, пожалуйста, вот приехали, как вас встретили, как обустроились, с чего вы начали? Ну, встретили, я-то приехал грудным ребенком со слов, с пересказа матери и других, потом я узнал, нас встретили очень с опаской, потому что перед этим пропаганда НКВД, пропаганда тех, кто занимался переселением народов, они такое обрисовали, чуть ли не людоеды. Поэтому на нас смотрели дистанционно, со стороны. Казахи, киргизы, вот, потому что они понятия не имели. Какие-то люди.
А когда мы стали через некоторое время общаться, у многих кавказцев-то группа языков тюркская группа, и очень много схожего. Вот это начало сближать. И несмотря ни на какие пропагандистские трюки, скоро начали находить общий язык. По крайней мере, объясняться. Ну и так начала жизнь. Вот начала жизнь. Как прошло ваше детство? Как вы его вспоминаете? По-моему, самое лучшее время из всех 77 лет, которые я прожил, самое лучшее было детство. Разве? В самых тяжелейших условиях, но зато с мамой. С мамой. Это мама, вообще я бы и сегодня сказал бы, счастлив тот человек, у которого есть, или по крайней мере в детстве была мама. Все, что хорошее есть, если есть у меня хорошее, я получил от мамы. Вам сколько лет? А все, я прибыл сюда в 2 месяца. 2 месяца. А в школу пошел я, не 7, не было, в 6 лет. 6 лет. Да. Вы понимали, что вокруг происходит? О чем разговаривали люди, о чем говорили? Вот вы тяжелые времена. Я затрудняюсь на ваш вопрос ответить. По-моему, я понимал побыстрее, где нужно покушать, потому что с едой были огромные проблемы. Но мать меня, конечно, обеспечивала каким-то образом, когда уже я подрос, я имею в виду. В детстве-то, наверное, грудью кормила. И детство она мне сделала, простите такое слово, художественным. Она мне очень много рассказывала, она мне очень много наставляла, она очень беспокоилась, каким я стану в будущем. Она была образованной женщиной вообще. Она окончила 2 класса в церковно-приходской школе в горном ауле Учкулан на Северном Кавказе. И вас учила все мудрости, все такое. Вы знаете, я еще раз могу повторить, если что-то у меня логически связанное, нормальное, я все взял у нее. Я не то, что вот мать есть мать, естественно, все любят, но я имел возможность сравнивать свои возможности. И вот мне, невзирая на то, что я русский язык не знал, в 1 классе я еще не знал русский язык. Благодаря она тоже не знала русский язык. Как вы общались? Из-за того, что схожи были, да? Как тюркоязычные? Не. В школе у нас учительница была Зоя Петровна Лихачева, русская женщина, тоже спецпереселенка Саратовской области, в 30-е годы раскулачивания. Таких русских было много. Были до нас переселенные в 30-е годы дагестанцы. И у нас язык был в основном общение русский. Я, конечно, ничего вначале не понимал, но постепенно стал втягиваться. Про меня целый анекдот, ну не анекдот, смешной случай рассказывали. Я мог стоять и слушать, хотя ничего не понимал. Не знаю, или звуки нравились, или интуитивно что-то чувствовал. Даже был случай, когда учительница спросила, кто умеет читать или писать. Несколько ребят в 1 классе подняли руку. Я посмотрел налево, направо. И я поднял тоже. Она рассказывала. Я подошла, спросила, ты тоже умеешь? Ничего не ответил, но руку не опускал. Ну, хотела задеть. Вот чем занимались в те время люди в ваше детство? Вы вот все-таки тяжело было выжить, как прожить? Выживание. Вы знаете, у нас еще более-менее ничего было, потому что, я еще раз повторяю, до тех пор, как нас привезли, там уже были переселенцы. И они какую-то основу заложили. А я знаю, в Южном Казахстане, в некоторых районах Кыргызстана очень тяжело было, предельно. Очень многие умерли. Примерно от голода и болезней. Потому что когда переселяли карачаевцев, балкарцев, на Северном Кавказе была, это ноябрь, на Северном Кавказе была температура минусовая. Через 10 дней привезли сюда, здесь температура 40 градусов жара. Голод, сплошной голод, отсутствие достаточной воды, нету жилья, нету какой-то возможности, понятия же, купить негде, ничего.
Борис Хамидович, самые яркие воспоминания детства, которые вы всегда вспоминаете с грустью? Нам всегда вырезалась в память. Ну, мне врезалось с такого более старшего детского возраста. Ну, конечно, у меня передо мной всегда мать. Хорошо мне или плохо, я всегда почему-то ее представляю. Она уже, наверное, до моего конца это со мной будет. А были отдельные эпизоды, которые остались действительно глубоко. Помню, например, когда мать меня обучала русскому языку. Как ни странно, она сама не владела русским языком, но она меня обучала русскому языку. Такая методика была. Я эту методику потом использовал, будучи студентом при изучении английского, немецкого языка, да и других языков. Вот этот фрагмент обучения русскому языку мне очень сильно. И страх часто, когда увидим объездчик какой-то едет, они все нас, так сказать, ограничивали во всем, гоняли. Поэтому этот страх в какой-то степени вспоминается эпизодами. Вот. Ну, например, можете какой-нибудь из них рассказать? Самое страшное для вас, именно страх вызывал? Ну, вы знаете, один эпизод остался у меня в памяти. Мне, наверное, лет 6 было, 5-6. Было такое, с поля убирали зерновые, и когда комбайн скосит, урожай заберут, оставались колоски, падали. И их ночью женщины ходили, собирали при лунном свете еле-еле. И вот как-то вот так вышли, я с матерью пошел, и в это время ночью показались два всадника. Все женщины рассыпались, побежали, ворыки всякие, в кусты легли, боялись очень сильно. А одна женщина была горбатая, как сегодня помню, она собирала не колоски, а шелушила зерно. Зерно сыпало вот такое. И вот один верхом налетел на нее, ударил камчой, вырвал у нее сумку, зерно рассыпал и хотел бить ее, чтобы она собирала вот это. Да, опавшие, пропадающие. Да. Вот. Второй всадник подошел и не дал ему, но для нас это был страшный момент. Вот. Ну, еще один эпизод, который мне запомнился, о нем я писал. Неудобно каждый раз, конечно, его вспоминать. У нас всегда постоянно протекала крыша. Как таковой крыши не было. Глиной было замазано. Мазанка. Да, мазанка. И на ночь мать нам ложила посуду, чашку, тазик, что-нибудь, что найдет, чтобы когда капает, и периодически вставала, выливала. И у меня выработался страх. Мне до сих пор, сейчас я уже... Когда идет дождь, да? Да, когда идет дождь или весной тает снег, он капало вовсю. Она делала это. А мы жили под страхом, а вдруг я засну, и эта ледяная вода прольется в кровать. Вот этот эпизод всегда мне вспоминается. В то время те, кто жил в ссылке, переживали тяжелые времена. Именно те поколения людей налаживали системы орошения полей, с каждым годом выращивали все больше урожай и создавали продовольственную независимость страны. Это было одно из самых запоминающихся воспоминаний Бориса Хамитовича. Борис Кубаев говорит о том, что это было как время больших усилий, так и время ярких детских фантазий. Я уже, наверное, где-то 8-9 класс был, и нам выдали огороды, наделили нас огородами на поле, нарезали один арык вот так, и, пожалуйста, сейте, делайте, что хотите. А там одни пески были тогда, и пустили воду. Она перекрыла этот арык, чтобы воду на огород пустить. То, что она перекрыла, вода, песок сразу смывает. Я вижу, она мучается. Я подошел, говорю, давай я лягу поперек. А там листы лопуха были, им меня прикрой, песочком присыпь, и меня не сдует, не снесет вода.
она поднимется и огород польется. Она очень не хотела, мы даже как-то не то что поругались. Я пошел и лег. Она послушала, сделала, вода поднялась до горла. У меня только голова торчала. Потом стал поливаться огород. Но я не знаю, сколько лежал, там полчаса, час. И чем это кончился? Огород полился. Огород полился, а вы? Я нормально. Не просили? Да нет, это лето было, я не помню, может и простыл, но я уже тогда себя за геройский поступок считал. Борис Хамитович рассказал историю о двух пряниках. Он отметил, что его мама была очень умная и добрая женщина. Один из родственников Бориса Кубаева жил в 16 километрах от них, совхоз Карла Маркса. Там жили дети сестры матери Бориса Хамитовича. Она ходила туда каждую неделю, чтобы повидать своих племянников. Они были школьниками и росли без родителей, были сиротами. Мама каждый раз брала меня с собой. Когда мы проходили местность под названием 20-й хутор, там был небольшой магазинчик. Он там стоит до сих пор. Тогда мама остановилась и купила 2 пряника, потому что у нас не было денег. Я помню, что она повернулась ко мне и сказала: «Сейчас ты съешь 1 пряник до канала и 1 после канала». И я этот эпизод еще помню, потому что я очень много лет ездил по этой дороге, уже во Фрунзе, потом в Бишкек. И этот магазинчик, каждый раз проезжая, хочешь не хочешь, голову повернешь и вспоминаешь. Все это горькие эпизоды тяжелейшей трагедии, которые сейчас рассказываем, люди вряд ли все поймут. Но это надо предчувствовать, представить, да, и испытать на себе. Вот вы повзрослели потом, детство прошло, стало юношеские годы. Чем вы занимались и как вы стали учиться? Вот это очень интересно было. Ну, это тоже целое. Время. Как это очень сложный вопрос. Дело в том, что детей переселенцев, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, всех, кого с Северного Кавказа переселили, их не брали в вузы. Высшее учебное заведение? Да, запрещали. А учиться хотелось всем нам. Да. Но к тому времени, когда я школу окончил, уже стали брать. Уже можно было? Да, уже не стало Сталина. Все это уж сменился режим, ситуация другая совсем, жизнь в стране другая была. И я решил тоже поступать. Но мать мне категорически запретила поступать на факультет иностранных языков, как я хотел. Почему? Ей соседская женщина, соседка, сказала, что мне нельзя туда поступать, иначе его могут отправить в какую-нибудь арабскую страну разведчиками и так далее. В разведку возьмут. Но единственный ребенок, она, конечно, перепугалась. Я не мог нарушить желание матери. Я поступил в Фрунзенский политехнический институт. Кстати, с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым мы учились в одной группе и проучились 1 семестр. А потом начался набор в центральные вузы в Москву, Киев, Ленинград, Новосибирск. Набирали из национальных студентов для обучения. Ежегодно официальная статистика, она может подтвердить, ежегодно в центральные вузы Россия отправляла 500 человек из Кыргызстана, а начиная с 1962 года 1000 человек. Так что Россия обучила не 1 десяток тысяч людей на разные специальности. А скажите, вы успели стать гордостью матери? Или ее уже не было живой, когда вы учились? Нет, она была жива. Сколько лет прожила ваша мама? Мама прожила 72 года. 72. Я, когда поступил в политехнический институт, в душе искренне хотел стать англичанином, так скажем, английский язык изучить. И я на 2-й год уже, поговорив с родственниками, родственницами другими, я поступил все же на иностранный факультет.
А в это время из Москвы дали дополнительные места какие-то. Я, как сегодня помню, у нас декан был такой энергичный человек. Он вызвал нас, меня и Акаева, и предложил нам вот одно место в Ленинград, одно место в Москву, в Бауманский. Акаев сразу согласился. Я не мог, потому что мать уже была глубокой старости, так преклонной, больная. Я говорю, у меня никого нет, я не могу ее оставить. Я помню, декан передо мной ходил туда-сюда и говорил, ты дурак, этот вуз Бауманский со всего мира стремятся, а ты не можешь. Но я не поехал. И потом я начал учиться на Иньязе, и потом уже Иньяз затянулся на многие годы. Вы прожили, можно сказать, разные эпохи, да, во время сталинского режима, потом советская власть была, потом и сейчас в другое время на дворе. Который из них у вас вызывает ностальгию, из тех времен, я имею в виду? Где вам лучше бы жилось? Вообще было бы хорошо, если бы ни одного этого не было. Нет? Ни одного периода этого, ни одного режима такого. Почему? Но у каждого режима свои особенности. Меня лично в сталинском режиме, конечно, естественно, по сегодняшний день я не могу понять смысл выселения целых народов. Вернее, смысл я понимаю интуитивно, и как взрослый грамотный человек я понимаю. Это целенаправленное было поднять возможность производства и сельскохозяйственной продукции, и промышленной продукции, переработку. Здесь населения не хватало. Тем более тогда в Кыргызстане земледелие очень слабо было развито. Вот эта огромная масса людей была переброшена. Но этому придали такую краску все предатели. Какие предатели? Я уже устал на эту тему говорить. Если война началась 22 июня 1941 года, а выселяют в 1943-м, что, почти 3 года в армию не брали кавказцев, что ли? А тогда кому давали героев Советского Союза? Были очень много семей, и мать, и отец, и младшие дети, и все. Были вагоны, скотские вагоны погружены, а в это время их сыновья сражались на фронте. В состав Красной Армии ушло 15 600 карачаевцев, то есть каждый 5-й представитель этого народа. 9 000 из них погибли на фронтах, то есть каждый 8-й. Карачаевцы приняли участие в защите Брестской крепости и практически во всех известных военно-стратегических операциях. Харун Богатырев, Магомед Тикушев, Рамазан Темрезев в годы войны были командирами бригад. Воины из Карачая стали одними из самых дерзких и лучших партизанских командиров в тылу врага. Командиром прославленного белорусского партизанского полка стал Осман Касаев, о котором его противник, немецкий генерал Эрцмансдорф, писал: «Кавказец Осман коварный, опытный в военном деле». Командирами партизанских отрядов были Кечебатыр Хайркизов, Юнус Каракетов, Аскер Бархозов, Урман Титкеев, Белоруссия, Бугербе Узденов, Украина, Харун Чочуев, Словакия и другие. К званию Героя Советского Союза было представлено 25 карачаевцев, из которых это звание получили лишь 11. Причиной стало выселение в ноябре 1943 года всего карачаевского народа. Это все понятно, но в советский период, первый советский период, просто вызывает такое уважение, восхищение, уважение людей друг к другу, патриотизм. Я как-то, может быть, погорячился, сказал, если бы сегодня пошел бы Гитлер, он бы до Дальнего Востока без сопротивления прошел бы. Да. Потому что патриотизм не таком. Нету того, что было. И дело не только в героизм в войне. Слушайте, с 25 по 53 год
жизнь стали, ну 30 лет возьмем. За 30 лет выиграли войну, провели индустриализацию, коллективизацию, в котором были какие-то срывы, недочеты, все, но это подняло страну. Если бы не было индустриализации, с какими танками вы встретили немецкую армию? Если бы не было коллективизации, чем бы кормили бы людей и армию? Во-вторых, извините меня, первый человек вышел в космос, Гагарин, в результате этой. То есть там нельзя думать, что это было какое-то мракобесие, а вот после этого. А с другой стороны, например, хрущевский, брежневский период, там я должен профессионально подчеркнуть одно. Говорят о капитализме, о всякой экономике и так далее. Я одну экономику знаю. В советское время было государственное регулирование экономики. Государство владело финансами, материальными ресурсами. Это позволяло мобилизовывать и делать то, что надо для народа, для страны и так далее. Борис Хамидович, вот вы сказали, давайте вернемся к тому вопросу, что вы сказали, патриотизм сейчас не в таком уровне, как тогда было. А с чего это исходит? Кто виноват в этом? Нет, дело я бы не сказал, кто виноват в этом. Все-таки семья, общество, государство, может, в каком-то неправильном, недостаточная пропаганда. Нет, вы знаете, в чем дело? Мы не обратили внимания на идеологию раз, на образование два. Надо заниматься подготовкой будущего населения. Мы это дело упустили, обстоятельства, позаботились извне, из других, с Европы, Америки, всякие. Короче говоря, дело не в том, что вот люди просто забыли родину. Никто не забыл. Просто им подменили ценности. Сегодня, например, ценность не знания, а диплом, деньги. А тогда было это по-другому. Почему это все в последнее время падает самолет, бывают пожары, потом стихийные бедствия учащаются, и конфликты между разными регионами, странами, между народами. Кто в этом виноват? Время, люди. Есть здесь человеческий фактор. Как вы думаете? Вы задали очень тяжелый вопрос. На эту тему я неоднократно слушал самые различные мнения. Но если мы не вынесем на первый план немедленно, и причем не дискуссируя о чем-то, а можно сказать постановлением, приказом, как хотите, на первый план, если мы не вынесем такие вопросы, как нравственность, отношение друг к другу, интернациональная дружба, это высмеивали. А как бы не высмеивали, все национальные окраины за период Советского Союза, да, страдали, да, пережили тяжело, но все стали совершенно другими. Поэтому нравственный аспект. Вы знаете, я приведу такую простую фразу. Сегодняшние ученики через 10-15 лет будет будущее население страны. Какое качество учеников будет, такое будет качество и населения. А если когда ставят на первый план, что человека оценивать по одежде, по обуви, по машине, по уму, по дому, да. Раньше в почете было, если совесть, нравственность, ум, трудолюбие, порядочность. Извините, я могу быть очень категоричным. Запад нас пытается учить, а сам с чем остался на сегодня? Сегодня природа тоже все оценивает. Я убежден, природа спрашивает, надо расплачиваться за то, что вы наделали.
Вы уже взрослые достаточно, жизнь прожили, такой жизненный путь тяжелый прошли, можно сказать. И что вы поняли в этой жизни? Что такое плохо, что такое хорошо? Как вы оцениваете вот это? Человеческие ценности, мы говорим. Я извиняюсь, самое тяжелое в этой жизни, не всем это, у всех это получается, это быть нормальным, хорошим человеком. То есть добрым, Да. то есть честным, то есть вежливым, образованным, культурным. Сперва эти все вещи. Вы сказали, я, например, так рассуждаю. Человек – это физиологическая субстанция и нравственная. Нравственность, патриотизм тот же, меняем на материальные ценности. То есть, если нет совести, можно творить все, что угодно. Вот откуда берутся плохие люди? Говорим, он плохой человек, плохие люди. Ну, во-первых, мы говорим на кого-то плохой, он себя считает хорошим. Прежде всего, наверное, генетически зависит, раз. И, во-вторых, очень многое зависит от воспитания. Одна женщина пришла к ученому, педиатру, наверное, или психологу, и за советом, говорит, к вам пришла. У меня ребенок, когда мне начать его воспитывать? Профессор спросил, а сколько вашему ребенку? Она сказала 6 месяцев. Он сказал, вы опоздали на 6 месяцев. Вот об этом должны помнить в каждой семье. Ребенок родился, его надо строить. Что из него построишь, то и получится. Второе, я вообще не признаю утверждение о том, вот в школах, ой, перегрузили детей. Абсолютно ерунда. Почему-то считают, что знания 10-11 лет учиться, и знания без труда можно получить. Ложь. Это очень тяжелый труд. Шахтерам легче, чем детям получить знания. Если мы хотим нормальных людей получить, их надо разумно нагружать, разумно давать информацию, воспитывать, помогать, направлять. Тогда будет у нас качественное население. Вот вы говорите воспитывать. А кто в семье должен правильно воспитывать ребенка? Мать. А вы через каждое слово вспоминаете свою маму, потому что она очень важную роль играла в вашей жизни. Стать человеком, хорошим человеком. Вы, я помню, говорили в Токио, когда вошли в зал. Да, был эпизод такой. Расскажите об этом. Я в Японии прибыл по вопросу открытия японского центра, и там попросили меня, смог бы я им почитать лекции. Я согласился. Когда мы зашли, там было 400 человек. На большом кафедре, на большой кафедре стояло 4 микрофона. Я все это увидел, только зашел, и эти 400 человек встали. Я иду, впереди эти двое японских коллеги сопровождают, и у меня на миг такая мысль мелькнула. Вот бы это моя мать увидела. И от этого даже немножко я расчувствовался. Будем говорить о дружбе. Что такое дружба для вас? Как вы это понятие для вас какая? Я в свое время, когда закончили один из корпусов студенческого городка, настоял, чтобы написали один лозунг: не уставайте делать добро. Поэтому убежден, что человеческое ментальное развитие, умственное развитие должно развиваться, и получать он должен это в семье, в школе, в вузе и далее. И постоянно обогащать. Человеческое благородство, оно делает его человеком. Иначе, извините меня, нельзя же жить. Даже я примитивный одну фразу хочу сказать.
Мы для чего живем? Для того, чтобы кушать? Или кушаем для того, чтобы жить? Наверное, второе. Мы питаемся, мы растем для того, чтобы жить, делать добро, показывать пример, помогать людям. И чтобы люди могли опереться на тебя. Тогда и страна будет опираться, и будет им на кого опираться. У вас как? Есть настоящий друг? Говорят же, настоящий друг. А разве бывает еще не настоящий? Как вы думаете? Вы очень хорошо сформулировали вопрос. Я не признаю, вот этот у меня настоящий друг, а этот что, искусственный, что ли? Я с этим не согласен. У нас должно быть чувство дружбы. Мне не надо чем-то меня подкупать. И не то, что подкупать, даже помогать мне не надо. Я взгляд увижу, узнаю, как относится. И каждый человек должен понимать, что вот этот человек надежный, порядочный. Вас предавали? Ну, в таком смысле жизненном большом ни за что было меня предавать. Ну, обманывали, подводили. Было. Я им всем прощаю, Бог с ними. Борис Хамитович, а что такое любовь, вы наверняка знаете, да? Что вы скажете по этому поводу? Я знаю, что такое любовь, и очень доволен этим. Я горжусь, что я знаю, что такое любовь. Мне жаль человека, который не чувствует, не знает, что такое любовь. И первая любовь я испытал, как я говорю, это от матери, от близких людей, от моих учителей, от наставников, от соседей. Соседи, старики очень многому любовно, не то, что они вот требовали что-то, а подсказывали, направляли, и ты чувствуешь их заботу. Что касается любви к женщине, вот этот ответственный момент, к сожалению, в практике встречается очень много таких переломов. Я лично считаю, что женщина – это что-то очень святое, если нет забот. Своей жизнью? Я жизнью доволен, собою нет. С собой или почему? Ну, не все правильно делаю, ошибаюсь. Иногда допускаю что-то не то. Иногда, может быть, устаю или ленюсь. Есть причины для недовольства. Ваше пожелание, как видавший человек жизни, как аксакал, как профессор, как ученый. Пожалуйста. Молодежи одно могу сказать. Просто будьте хорошими людьми. А это значит, будьте энергичными, добрыми, порядочными. Заботьтесь о своих родителях. Не разменяйте дружбу. Если вы дружите по-настоящему. Любите книгу, любите стихи. Читайте романы. Не надо думать, что из этой электронной коробки, которую мы называем по-разному, вы получите все. Вы получите там минимум, то есть. Поэтому заботьтесь о своем будущем. Знания никогда не бывают лишние. Деньги могут быть лишними, а здоровье и знания никогда не бывают лишними. Просто вы можете мне верить, не верить, проверьте на себе. Борис Хамитович – яркий интеллектуал. От разговоров с ним не устаешь. Беседы с ним длятся часами. Мы благодарим его за приятную беседу и желаем крепкого здоровья. Нужно знать и ценить людей в своей жизни, чтобы не было слишком поздно. Что касается жизненно важных научных трудов Бориса Кубаева, то он является автором многих книг, монографий, афоризмов, научных трудов. Большое спасибо Борису Хамитовичу. Желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.